Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. В предстоящие выходные Якутск отпразднует свой день рождения, 390-летие. К юбилейной дате столицы региона откроются социальные объекты, постараются сдать часть отремонтированного дорожного полотна проспекта Ленина, а на площадях и в городском парке пройдут различные мероприятия. Как отметят юбилей столицы, расскажет гость студии Руслан Тимофеев, заместитель главы города Якутска, руководитель аппарата окружной администрации города Якутска. Руслан Владимирович, здравствуйте. Добрый день. В это воскресенье, как мы уже сказали, наш город отметит свой день рождения. К юбилею подготовлена обширная программа. Расскажите вкратце, что и где состоится. Действительно, в эти выходные, 11 сентября, у нас наш славный город Якутск, это, наверное, лучший город на вечной мерзлоте, отметит свой юбилей, 390 лет городу, и администрация города вместе с управлением культуры, с творческими коллективами города подготовлена обширная культурная программа. Более 70 мероприятий и программ пройдут в эти дни. День города у нас 11 сентября, но программа уже начата со вчерашнего дня. Часть мероприятий прошли вчера. Многие мероприятия у нас уже мероприятия такие, как форум, обсуждение стратегических площадок, культурные мероприятия по учебным заведениям и мероприятия в культурно-досуговых учреждениях, они уже идут, в библиотеках у нас уже открылись выставки, но сами, конечно, основные действия у нас пройдут 10 и 11 на площадях. У нас задействовано 11 сентября 5 площадей. В старом городе у нас пройдут мероприятия, связанные с нашей историей. Там пройдут выступления казачьих коллективов, выставки коллекционеров. Будут показывать моду прошлых лет. Будут театрализованные представления в костюмах. Можно будет пофотографироваться. Мы будем устанавливать специальные исторические фотозоны. И, конечно, музей города Якутска, расположенный в старом городе, будет проводить экскурсии, проводить специальные мероприятия по ознакомлению наших жителей с историей города. И, ну, конечно, мы приглашаем всех жителей и гостей столицы прийти в старый город, ознакомиться с нашими традициями, историей, с теми фотографиями прошлого, да, то есть окунуться вот в историю. В парке культуры и отдыха у нас состоятся мероприятия, связанные с детскими программами. Кроме того, в парке культуры и отдыха у нас, конечно, будет максимально работать и аттракционы, и специализированные программы с аниматорами. На площади Орджоникидзе, это у нас молодежная площадка, у нас состоится в течение всего дня с 12 часов у нас там начинается культурно-концертная программа молодежных коллективов, рок-коллективов. То есть это будет все посвящено живой музыке, живой энергетике. Кроме того, там пройдут у нас выставки наших друзей из муниципальных образований, общественных организаций, молодежные организации. То есть максимально молодость, энергия, задор. То есть вот все эти моменты будут сосредоточены на площади Орджоникидзе. Мы приглашаем всех туда, любителей живой музыки, тех, кто интересуется молодежными проектами, то есть там и танцевальные студии, и иные проекты, которые вот связаны с этим. На площади сквере Карла Маркса возле Дома дружбы народов ДК имени Кулаковского у нас пройдет программа наших национально-культурных общин. И с 3 часов там также до вечера состоятся программы с участием представителей народов Севера, чарующие звуки бубна, программа называется, да, то есть, ну и наш Якутск славится своей доброжелательностью. У нас проживает в мире и согласии порядка 130 национальностей. И вот каждая община постарается показать свой вклад в историю развития нашего города. Основные праздничные действия у нас пройдут на площади Победы.
На площади Победы у нас пройдет выставка предприятий и организаций, которые будут рассказывать о своей истории вот в 390-летнем историческом плане города Якутска, о вкладе их, будут презентовать свои новшества, программы своего развития. Ну и, конечно, весь день на площадке Площади Победы у нас будут проходить праздничные концерты и театров наших, да, то есть и творческих коллективов. С программой вы можете ознакомиться, мы ее разместили во всех социальных сетях, на сайте окружной администрации, то есть там очень подробно мы расписали, когда кто будет выступать. Поэтому весь день практически на Площади Победы у нас будут проходить организованные действия. Кроме выставки предприятий и организаций, у нас там и библиотеки, и программы «Читай города», и выставка еды, да, то есть «Вкусноград» у нас фестиваль проходит, и выставка продажи сельхозтоваров. То есть мы постарались максимально вот организовать в День города, чтобы люди, обойдя город, да, то есть посмотрев и историческую часть, и зарядившись энергией на площади Орджоникидзе, посмотрев на какой большой и многонациональный наш город возле НДК Кулаковского, погуляв с детьми в парке, могли вечером прийти на площадь Победы, да, ну или в течение дня всего посетить. И все, наша программа закончится праздничным салютом в 22:00. Мы приглашаем всех жителей, горожан, наших гостей поучаствовать, прийти, посмотреть, насладиться и поздравить наш город с юбилеем. Действительно, программа очень обширная, можно простроить себе даже маршрут, начиная от старого города, захватить парк, площадь Орджоникидзе и так далее. Со скольки начнется все это действие? Во сколько можно уже идти? В старом городе у нас программа начнется с 11 часов, а на остальных площадках у нас будет программа начинаться с 12. И Дом дружбы народов у нас начинается с 15 часов программа. Поэтому вот мы также для удобства наших жителей разместили программу, чтобы посмотрели. И удобные, интересные программы жители могли подойти, посмотреть, поучаствовать в этих. Многие программы являются интерактивными, то есть с использованием и VR-очков, да, то есть и с участием аниматоров, то есть максимально принять живое участие в программе. Здорово. Сам день рождения пройдет 11 сентября, воскресенье, но празднование началось уже с 1 сентября. Расскажите, вот в рамках мероприятий, что уже проведено и открыто в Якутске? У нас, мы действительно расписали программу с 1 сентября, начали с поздравления наших первоклассников. Подарочные номера, специальный журнал мы заказали, да, чтобы подарить каждому первокласснику, чтобы знал историю города. Кроме того, у нас в школах уже проходят мероприятия, там отдельный принят план и по выставке рисунков, да, то есть связанных с историей города, и о классных часах. Но кроме того, у нас проходит открытие объектов. Мы подготовились, и 1 сентября у нас был открыт детский сад в Гагаринском округе. А к самому дню города сейчас, как вы видите, да, многие немножко испытывают неудобства, но большинство жителей относятся с пониманием. Да, то есть у нас сейчас половина города — это большая стройка. Мы 75 дворов в этом году в рамках программы «1000 дворов». Вот данная федеральная программа, да, то есть ведем реконструкцию, строим, и ко дню города у нас будут открыты 3 двора. В пригородных территориях мы также строим и воркаут-площадки, и остановки, то есть у нас планируется большое количество открытий, и сейчас вот на данный момент как раз ведется работа максимально. Уже сегодня будет открываться 2 двора в автодорожном округе. И вот наши строители стараются сделать подарок максимально и успеть ко дню города открыть и теплые остановки, и воркаут-площадки. Вот. Но в течение сентября также все остальные объекты тоже максимально сейчас ведут работу, чтобы успеть. И год же у нас юбилейный, поэтому мы не только 11 сентября заканчиваем, поэтому наши строители постараются успеть сделать подарок и в течение сентября и открыть и часть дорожного полота проспекта Ленина. Многие иные дороги уже в техническом состоянии по временной схеме открыты, их будут завершать.
А в целом у нас мероприятия еще также связаны и с презентацией книг. Сегодня у нас в 11 часов в окружной администрации идет презентация книги «История города Якутска». То есть мы начали вот такой серьезный труд. Это первая часть. Подготовлен очень хороший труд, сделан по династиям города, трудовые династии, те, кто вот длительное время, да, то есть там есть династии, которые в общей сложности трудового стажа уже сотни лет работают в одном направлении на благо нашего города, и вот эти трудовые династии, фамилии мы постарались включить в книгу. Фотоальбом «Якутск глазами горожан». Уже вчера прошел большой молодежный форум в парке Урдель, то есть такие вот основные подготовительные мероприятия у нас уже подготовлены, сделаны. Есть памятный знак, посвященный 390-летию, который мы будем вручать отличившимся, внесшим вклад в развитие города Якутска. Поэтому вот программа, она уже начата сегодня, завтра, послезавтра, то есть очень такая действительно интересная, обширная программа. Ну а площадные мероприятия, уличные мероприятия, они у нас и 11 сентября, воскресенье. Я еще раз всех приглашаю. Ну, конечно, с нетерпением будем ждать этого праздничного дня. Еще после, тем более, пандемии мы все-таки как-то отходим. Мероприятия только сейчас начинают развиваться. Все выйдем на улицу. Поздравим наш любимый город с праздником. Спасибо вам большое, что пришли и ответили на все наши вопросы. Благодарю вас. Ну, я напомню, что вы смотрели актуальное интервью. Всего доброго.